Ay suluday erkemenli torkaman, tirmelligi tirilik tarma gelgen yerine. Toylarda men toy turma korkaman. Toyuğuzda toңektей bolup kalganman. Terik sular taşıp salgan sörünney. Толған түбек емек сүйеліп, төргүзде қазақ неге көрінмей. Дорогие друзья, для открытия торжественного юбилейного вечера памяти Ирчи Казака слово предоставляется председателю Народного собрания Республики Дагестан Зауру Асяовичу Аскендерову. Салам алейкум. Добрый день, добрый вечер. Уважаемые гости и участники торжественного вечера. В истории Дагестана много выдающихся личностей, прославивших республику и оставивших яркий след ее летописи. Среди них особое место занимают наши талантливые поэты и писатели. Можно с уверенностью сказать, что такие поэты, как Эпир Имин, Ирчи Казак, Амаралла Батараев, Махмуд из Кахапрусо и многие другие сыграли важную роль в освещении и общественной жизни. Их вклад в культурную эволюцию дагестанцев соизмерим с ценностью творчества Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Алексеевича Некрасова для русской отечественной культуры. Сегодняшнее мероприятие посвящено 190-летию классика дагестанской литературы, выдающегося кумыкского поэта Ирчи Казака. Особенно символично, что мы проводим его в год культурного наследия народов России. Дорогие друзья, Ирчи Казак – подлинно национальный поэт Дагестана, гордость и достояние всего Кавказа. Его стихи и песни, вобрав в себя духовно-нравственное богатство дагестанцев, способствовали созданию нового образа национального героя, человека из простого народа, защитника интересов обездоленных, человека несгибаемой воли и характера. Его заслуженно называли Ирчи Казак, что означало певец-воин, воитель. Своим творчеством он открыл новое направление национальной словесности, проникнутое гражданским пафосом, гуманизмом, обогатив кумыкскую литературу и кумыкский литературный язык. Несмотря на гонения, которым подвергался поэт, он оставил свои идеалы и создал бессмертные строки, наполненные смелостью и любовью к родному краю. Многогранная и самобытная поэзия Ирчи Казака еще не до конца изучена и постоянно вызывает неослабевающий интерес. Спустя почти 2 лета его стихи и песни живут в памяти и сердцах многих поколений. Они стали воистину народными песнями, которые народ бережно хранит. Поэтому этому есть простое объяснение. Ирчи Казак воспел самые важные человеческие ценности: честь, свободу, любовь, мужество, благородство, обнажая при этом все пороки своего времени. В своих произведениях Ирчи Казак предстает не только гениальным поэтом, выразителем дум и чаяний народа, но и выдающимся мыслителем, глубоко осознавшим суть происходящих событий. Стихи Ирчи Казака пронизаны прометеевским духом, отвагой и честью во имя спасения людей от зла, несправедливости, безнравственности и мечтой о справедливом мире. Они вошли в золотую сокровищницу дагестанской литературы. Это его произведение «Не все мужчины – мужчины», «Асхар-Тала», «Венок песни», «Письмо из Сибири», «В эти смутные времена эпохи» и другие, которые переведены на многие языки. Выдающий советский поэт Николай Тихонов назвал Ирчи Казака блестящим поэтом, поставив его в один ряд с русскими классиками. Поэтическое наследие Ирчи Казака оказало огромное влияние
на творчество многих тумырских поэтов и писателей, а его последователями стали Манай Алибеков, Нухай и Зайналбин Батыр-Мурзаев, Тимирбалат Бейбалатов, Анвар Аджиев, Абдул-Вагаб Сулейманов, Аткай Аджаматов, Магомед Атабаев, Ахмед Джачаев и другие. Уважаемые друзья, в республике много сделано и делается для увековечения памяти поэта. Установлены памятники в его честь, названы улицы, школы. Проводятся конференции и другие мероприятия, посвященные жизни и творчеству Ирчи Казака. Издаются сборники его произведений. Такие люди, как Ирчи Казак, вне времени и пространства. Они остаются на века в творческой памяти народа. В настоящее сложное время мужественная поэзия Ирчи Казака актуальна как никогда. Позвольте выразить признательность организаторам и всем участникам сегодняшнего торжественного вечера. Хочу отметить, что это не просто напоминание о жизненном пути великого поэта и его заслугах. Прежде всего, это нравственный пример для молодежи. Такие мероприятия воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к ценностям нашего народа, его языку, культуре, прививает любовь к родине. Уважаемый джамаат, каждый народ фокусирует свои чувства на одном избранном гении. И это большое счастье для нашего народа, что у нас есть Ирчи Казак. Он украсил жизнь многих поколений, придал ей духовность, совестливость, наградив красотой, крепив цельность национального самосознания, определившую проблематику и художественную систему его лирики, поэтически выразительной и по-народному простой. Ирчи Казак один из тех личностей, которые появляются тогда, когда в обществе теряется равновесие между добром и злом, между щедростью и алчностью, между свободой и раболепием, между мужеством и трусостью, чтобы напомнить людям, что должно быть главным, незыблемым и актуальным. Его творчество имеет глубокие корни не только в национальном фольклоре, но и в кумыкской литературе, эволюционировавшей 400 лет до него, начиная с творчества Уму Камала, Мухаммеда Аби Арташи, Кабимурзе Амирхангедли, Аманхора, Абдурахмана Кадышурийского. Этот список довольно длинный, и наши исследователи очень хорошо поработали, продолжают работать. Среди них Салах Алиев, которого хочу, конечно, сегодня вспомнить, который сделал многое, чтобы популяризировать его творчество. Все исследователи и переводчики, сталкиваясь с его творчеством, признают, что его поэзия столь философски глубокая, что требует много разгара. А язык настолько великолепен по звуковому, красочно насыщенному ритму, стилю, специфике поэтических символов, что требует идеального перевода. Произведение «Чатак Ев», «Венок песен», символ обыкновенный платок. В кумыкском языке ручной платок. На русском языке он имеет значение носовой платок и теряет сразу смысл. На самом же деле поэт строит систему и насказание образует единое семантическое поле, в пределах которого реализуется заложенный в этом платке смысл. А символический параллелизм является одним из способов выражения символики. Мой платочек, яркий свет в сердце тысячи затей. Летом сушь, зима без снега. Что за прок от вечных дней? Именно так обнаруживается Казаком духовная сущность любви, моральное и эстетическое ее значение, и перевоплощается в яркие символы, выступают как образные знаки для передачи мироощущений и понимания совести, чести, благородства и красоты. Поэзия Ирчи Казака – это и самый смелый полет души. И его читатель через 190 лет сегодня слышит живое дыхание поэта, и стихи кажутся льются легко, свободно, подчинившись полету поэтического вдохновения. И, конечно, присутствует эффект музыкальности, который в литературе имеет общую эстетическую природу. Эволюционная динамика многих его стихов передает прямолинейную, дерзкую смелость в отражении дагестанской действительности второй половины XIX века, когда, как и сейчас, и как писал поэт, правда стала многоликой. Она может рассорить людей, но и может примирить силой таинственных законов
вселенной. Другие стихи откровения поэта, который на подсознательном уровне искусно сочетал многовековую традицию родного фольклора, литературы и арабо-восточной поэзии. А очищенный, прекрасный, выразительный, светлый, чистый и прозрачный язык его поэзии отразил неоднозначное отношение между миром и человеком. Его слова «Гуллен», «Гельен», на мой случай «Оль-Мие», «Настали времена за честь нам умереть», предлагает открытый призыв не сдаваться, потому что он писал: «Только раб презренный содрогнется, когда слетит нам с неба Азраил». Он не боялся смерти, он был очень дерзким человеком. Лишь только раб презренный содрогнется, когда слетит нам с неба Азраил, души никак страдания не уймется. Казак вам послание всю душу вам излил. Азраил и судьба сравнение изящное и двусмысленное. И эту строку проникло его философское настроение. Означает это судьба переменчивая. Но это тихая жалоба, это не тихая жалоба поэта. Это одна из версий на тему «Жизнь, приходящее время». В его произведениях нетрудно увидеть характер Уздена, свободного человека, мужественного, гордого, смелого, честного, достойного. При этом обязательным условием Уздена было противопоказано сквернословие. В Дагестане не было крепостного права, а Узден был в обществе равным в правах, невзирая на его материальное положение. Вот почему Ирчи-Казак противостоял обществу, в котором уже был дисбаланс. И под угрозой была многовековая свобода Уздена, свободного христианина. Так, в его произведениях просвечивает история Дагестана, и представлены реальные персонажи, исторические личности. И благодаря ему главной проблемой дагестанской поэзии XIX века стала проблема человека и общества, свободной человеческой личности, отражавшей мировоззрение поэта, а его пессимизм в популярной восточной поэзии изменился поэтическим бунтом Ирчи-Казака. Универсальность художественного мышления Ирчи-Казака, богатство его духовного мира, неисчерпаемая глубина мысли — все это позволяет говорить о нем как о поэте не только кумыкском, не только дагестанском, но и имеющем отношение к обширному тюркскому литературному миру, который имеет прекрасную возможность понять его без перевода. Провозгласив неприходящие ценности и значительно повлияв на общественное сознание дагестанцев конца XIX и начала XX века, а на его языке тогда говорили все дагестанцы, Ирчи-Казак заслуженно занял место классика дагестанской литературы, поскольку его поэзия, обращенная к своему современнику и устремленная в будущем поколениям, и сегодня, в 21 веке, понятно, близка жизненно, а кодекс чести, как ярко представлен в его произведении, каким должен быть мужчина, может воспитать высокий дух еще и у многих-многих наших молодых поколений. Я невероятно счастлива, что сегодня нас объединило то, что называется высокой духовностью народа. Какие бы дворцы и богатства мы не имели, по исчезновению времени все превратится в прах, а мы останемся в истории заключенным в одно маленькое слово «народ». А такие, как Амар Хайям, Шекспир, Пушкин, Ирчи-Казак останутся на века в безграничном духовном пространстве. И в заключение я хочу сказать: от всего сердца поблагодарить хочу директора Кумыкского театра Курпарова Мавлета Даниловича и всех, кто принимает сегодня в нашем представлении. И, конечно, сидящим в зале гостям, друзьям, близким, коллегам, моим кумыкским братьям и сестрам. Я приглашаю на сцену ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, доктора филологических наук Тамару Шамсудиновну Бекирову. Карачаем Акар халқына жүрегінің тереңінен сізге салам. Конечно, мне очень много есть что сказать, но меня попросили быть краткой, поэтому я буду читать свой текст. Поэзия Ирчи-Казака в карачаево-балкарской культуре. Культурно-экономические и родственные связи карачаево-балкарского и кумыкского народов идут из глубины веков, поскольку это был когда-то единый этномир. К сожалению, исторические катаклизмы, начиная с периода Кавказской войны, ослабили эти связи. Однако духовная общность смогла устоять на личностном уровне, на уровне культуры и генетического родства. Многие карачаево-балкарские фамилии берут начало с Кумык, то есть это Мурачаевы, Абдулаевы, Юсуповы, Кумыковы, Алиевы, Исхаковы, Камшархаловы.
Также по существующим фамильным преданиям есть ряд кумыкских патронений, возводящих свои корни карачаевцам и балкарцам. Здесь можно привести в качестве яркого примера знаменитую кумыкскую фамилию Ковмасовых. Данное обстоятельство способствовало тому, что наши народы, оказавшись в различных регионах, не потеряли чувство родства и веками обогащали культуру друг друга. На рубеже веков сложилась такая культурная ситуация, что центром развития словесной культуры северокавказских тюрков стал Дагестан, и в первую очередь Кумыкия. Прежде всего хочу отметить особую роль кумыкской книги в становлении карачаево-балкарских литературных традиций. Практически все изданное на кумыкском языке за период с 1903 по 18 годы в типографии Магомед Мурзы-Мавраева, Тимирхан Шуре распространялось в Болгарии и Карачаеве. Среди них большим спросом пользовались учебники для медресе, что также помогало сохранению и развитию единого поля культуры. Здесь же были изданы первые книги карачаево-балкарских авторов Исмаила Акбаева, Лукмана Хасанова, Казима Мичиева. При подготовке к их изданию оказывали существенную помощь сам Абусвят Акаев и Катибы Кумыки. Кумыкский язык самый близкий к карачаево-балкарскому языку и всех родственных тюркских языков, и поэтому данные издания сразу находили своего читателя в карачаево-балкарской критической среде. Они были близки не только по языку, но и по своей проблематике, по художественному уровню. Произведения как Ашуринского, Акаева, Батамурзаева, Бекбулатова и других воспринимались читателями и слушателями как факты собственной словесной культуры. А творчество Жичи-Казака, как у нас называют его, давно стало родной и близкой тысячам слушателей его песен. Поскольку Жичи-Казак рос ровесником Каспыка Качкарова, нашего классика, мы наблюдаем, как два поэта пишут об одном и том же, используя близкие поэтические формы, одинаковые средства выразительности. А судьба другого поэта, Акбут Жанибекова, повторила судьбу казака. Акбат также писал обличительные стихи, за что был дважды сослан в Сибирь. Многие стихи поэта, потеряв свое авторство, вошли в корпус карачаево-балкарского фольклора. Это ли не признание величия Творца, создавшего прекрасных по созвучности и могучих по идеям произведений? Творчество казака состоит из 3 больших тематических циклов. Стихи о любви, социального протеста и мировоззренческие. Все они находились в школе в карачаево-балкарской поэтической культуре. Их заучивали в оригинале, подвергали литературной реминисценции, переводили. Были случаи, когда его произведения входили в корпус творческого наследия наших авторов. Но со временем, с выходом из печати его сборников, вносятся необходимые коррективы подобные издания. Хочу привести несколько примеров, взятых из карачаево-балкарского фольклора, но, как оказалось, они принадлежали перу Жичи-Казака. Вот такие примеры. Қазы талға қар жауса, күлерге күрек керек, сүйген қызын алмаға ұлаңа жүрек керек, тауланы башы тұман, чырмалып жатар жылян, бір айтқаным болмады, анаң жарылсын ұлан. А стихи казака «Ақылы етсін атмаз» каждой своей строчкой стали крылатыми выражениями. Асылы терстен тұтмаз, ақылы етсін атмаз, ақыр аттың чоң соңын ойламай сөзін айтмаз. Или «Сабыр жанетный ачкычы», «Дженгелик шайтан баскычы». И небольшой перевод из сибирского цикла, так как стихи, вот так звучат стихи на балкарском языке. «Кешелек туман күнле қысқа», я сразу же мне врезалась строка из начала поэмы «Автомат», где вот именно этой строчкой начинает свою поэму Исмаил Семенов. Кечеле туман бізге күнле час, кече күнле кететле, чырақтаны биік тұтқан инсан жоқ, жүректіңді шықтапмайды. Құш қанатlı ат хамлет чапса да, тұтылмасша түштік темір тұзаққа, құш қанатlı ат хамлет чапса да, құшуланнан қачып кетмес ұзаққа. Поэзия Жичи-Казака – это правдивое отражение эпохи, полной тревог и надежд пореформенного периода. Он говорит о справедливости и добре, осуждает зло и насилие, передает нам дух и душу кумыкского народа, так близкого сердцу каждого балкарца и карачаевца. И я, конечно, как я сказала, мне много было о чем сказать, но поверьте мне, вот, я об этом писала в «Введении истории балкарской литературы», что у нас был один единый период развития нашей литературы кумыкско-карачаево-балкарской. Мы сегодня наблюдаем какие-то его фрагменты. И в том, что я стала ученым, доктором филологии,
Виновата моя бабушка, на столе которой всегда лежали кумыкские книги, которые пережили гонение 30-х годов, депортацию с 1944 года, вернулись в Болгарию, и всегда они лежали на столе у моей бабушки. И таких примеров тысячи. Я желаю родному кумыкскому народу в это смутное время пережить с достоинством, без потерь и вот делать такой же вклад, как делали ваши предки, наши общие предки. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, Евчий казак, которого сегодня отмечаем юбилей, это не просто Евчий казак, это классик поэзии кумыкского народа. Я прочел несколько газет, вот такой какой-то отрывок, который мне понравился, и хочу с вами поделиться. Несколько лет тому назад, накануне проведения традиционного дня поэзии Евчий казака в Махачкале, известный мусульманский сайт «Ислам» сообщил о готовящемся мероприятии и опубликовал стихи поэта Джанната Сергея Маркуса, советского и российского журналиста, искусствоведа, уделяя большое внимание культуре, диалогу, цивилизации, известен как переводчик болгарской и узбекской поэзии, который в 2005 году выпустил словарь культуры. Впервые в России выпустил антологию «Тюркские мотивы в русской половине поэзии 18-21 веков». После чего продолжалось его погружение во вселенную тюрков, которая открыла для него трагическая судьба и прекрасные стихи классика кумыков Евчи казака. Это было первое прикосновение и приближение к великому человеку, где я почувствовал, как важны были его слова для родного кумыкского народа. Самое сокровенное, таинственное служение поэту — быть нужным своему народу, нужным настолько, что даже дети не минуют его стихов. Учат свой язык. Настоящий поэт — это всегда учитель народа. И в этом особом даре счастье и ответственность перед Творцом. Ибо он, казак, есть творец всех миров, народов, языков. Поэтому становится подлинным, когда вливается в поток божественного творчества. Это действительно так и есть. Евчи казак был и есть таким вливанием в нашу жизнь, который подтолкнул нас в наше будущее. Этим и живут стихи и поэзия Кавказа. И это уже останется, и даже уже, можно сказать, осталось в нашей сегодняшней жизни. И я очень радуюсь, когда в последнее время начали появляться переводы на русском языке. Я хочу одну прочесть вам. «Не жалею о своей судьбе, когда с неба спустившись Азраил предстанет пред твоим порогом, не падай вниз и не проси, чтоб жизнь продлил, в молитве руки к небу простирая. Есть книги судеб, данная Творцом, и в ней прописаны все наши сроки. И даже если ты слышишь царем, не миновать тебе предсмертной муки. Смерть, что стрела в стремительном полете, не остановить его, не повернуть назад, и только в миг последний вдруг поймете, нет отворота от нее и нет для нее преград. Людская жизнь подобна океану, а души наши, словно корабли, терзаемые ветрами и волнами, пучину канут от берегов вдали. А может так случиться, что буря стихнет, и кажется спасение впереди. Не верь, не уповай, смерть не отступит и не уйдет, не взяв твоей души. Придет и мой черед предстать пред Богом. Не плачь понапрасну обо мне, и пусть моим последним будет слово: я не жалею о своей судьбе.
калмыцком языке. Вот это не стих, это песня, которую я пел, когда провожали меня в Сибирь. Параланы қарсы алдында ятса да, қасымызына азал бездей батса да, не клеится, как стих. Его петь надо. И с собою без yürürken yollanıp başımızdan gitken kıyım havanı tuzaklarını öğretip görsetken ne bileyim yüzden kadar havanı
тыбыз. Октерниге боласан, Турия сеники тыбыз. İstanbul İran'ıyla azaldım ağatlı. Canlarını gerasimin bekine bağatlı. Başlarda olmayı cimşirtlanıcı yeri. Bizim için kalan bu suyunu kıyını. Bir uçak, bir uçak, yürekleri verir. Sevgilimle kavuşup duramam sürekli. Alma ağaçlı geçip aşık ettim bir sana. Aşık tabi bal gibi, aşık olamam sana. С успехом прошла постановка оперы «Ирчи Казак» на сцене Дагестанского государственного театра оперы и балета в постановке заслуженного деятеля искусств Дагестана Османа Ибрагимова. На сцене народный артист Дагестана, солист театра оперы и балета Магомед Абасов. Ария «Ирчи Казака» из оперы «Ирчи Казак». Композитор, народный артист РСФСР Давид Агиров, концертмейстер Гюзель Ахмедова. Боль души моей невысказанная прольется в недра земли глубокие. Так близко сердце, а дорога моя так далека, как мечты далекие. Ветви поэзии над облаками, бия механом не дотянутся. Корни поэзии в недрах глубоко тронешь рукой, и миры затрясутся. Oh
Следующему исполнителю не нужно объяснять творчество казака и расшифровывать его произведения. Он с детства питал себя, вобрал волшебные звуки Агачкумуза и творчество Ильича Казака. На сцене Осман Ибрагимов. Müslim şalvar, Arapça kavramı bir kotamıştan bir kotamışa tuğra yollar salma gerekli. Nökerler atlara da binip, arabalara azaplarla yükleyip terbineler. Yol salma gerekli yerlere azaplar bağa kırıp Saparaya ortamına geliyor. Saparaya ortamına karasa Otanın bir yanına bir ulu koy. Koyunu bir yanına adamların sarılıkları. Ola koyden tuğra yol salma kaçarılmaz. Geligiz şu harcılıktan tuğra yol salarız deyip girip yüköyler hazıklar bakma başlıyor. Şu harcılıkta yırçı kazanı harcılığı olacak. Harcılığın içinde hazıklar kapat durağının terliğini Sabancı ordaşları azap, bölüp tez çalıp gidiyor. Nökerleri olan erişiği olan, erişiğini artı tartışığı olan, tartışığını artı tokalaşığı olan. Nökerlerin gelgen yoluna salıp gidiyor. Abu Müslim Şavkal aradan bir cuma geçtiğinden sonra ayıktık ki bir çıkacak kalağa gelsin, gelmeyip bir o gözün versin diye. Kazak, Allah o gözünü vermesinden ağaç komuzundan alıp Abu Müslim Şavkal'ın arasına gelgen. Abu Müslim Şavkal'ın sorağına 20 olan cevap veren şu yerlemesi geldi yapamağa söylüyor. Hayrat vardım kapısını yanına kırsana söylediğim cana. Bir muamir söyle şiirli yamança, unutulup uyla kalan tapanca. Bilim beni hurma biter teri etsin, tartıp beni salkımın asindir. O sal elgi aytaranlı bana aytsam, diyeyim şunu götürme gereğini. O sal elgi hey aytaranlı
Yamanatta yatığını aşarma, yamanatta yatığını aşarma, yamallar atıma yerin taşlarma. Kahvaltına boş vertip yaşarman, yaşlarını tutup satı başarman. Analardan bir tuvanla şurayı bir arıtmam. Beni biraz sıra saklasan, beni biraz sıra saklasan, belki seni bir ürüne tartmam. Anan olur tasmalı, kalkonu, salçakanla tartı soğar kadar eğer. Anan olur bir tasmalı, kalkonu, salçakanla tartı soğar kadar eğer. Elanlı bir uğralı, bittince tartıp alıp koyan kenarayı. Akşam atıp alay çıkkan tam çolpan yatır içeriye bakınca. Akşam atıp bir alay çıkkan tam çolpan yarıp verir geçer diye bakınca. Aman ölür koptu durgan kazak yer kansız katır kalayı yapınca. Aman ölür hey koptu durgan kazak yer kansız katır kalayı yapınca. İniralda var yerde, çığlık bir aykırı onu bir emretkenli. Var da halk aşkeli ayağa. İyileni, iştaşlana navanı, zungusuna bizim yemek kusup turmay. Ya sebebi, karabaşını kaçırmaz sayalı. Neşik, bazı başına asıl burada kulübü bulmayı. Burada ne kadar? Alın bir tura. Assalamualaikum babalar. Bu olmaz güçlüğü. Neye olmaz? Bekle olur. Cekemal. Kaza. Başımızda var. Aman be! Siz de aman be! Azap, insanı bir zamanmadan unutmayacağız. Çok sağ ol. Çok barakala kaba. Musa, ahırın çekeresiz gibi bir aytaymış.
Bu ne kara gündür sana bak. Sakılar içine bulan sana koymadı. Taşlağa bağırın basıp beni koymadı. Beni teyyim. Allah'ın dileği birbirinize yetsin. Yarama! Azal'ı beni koyup bekle. Cemile tosal bolma. Buyurganı bul. Kaytarımız buğay. Anadaş amanatsın Cemile. Esen alırız ağalam.
boşamaz. Batırmadı bunları boşamaz. Yaxşı erkekке baş sağlama oşamaz.
Ерші қазақ дегенде Дағыстанның тауларда сөздері ол кім екенін біле болған. Қазағына bir мешкеге Сибирге емелер ссылка. Тифлиске, Орджоникидзеге, Ставропольге. Қазаққа ссылкада татарин, татаров деген айтқан болған. Ерші қазақ деп деген айтқан. Ақырыншы керен қазағының ссылкаға Сибирге Омскқа келеді. 1850 yıllarda. Şu yıllarda ссылкаға Сибирге жіберген Михаил Федорович Достоевский Омскқа. Достоевский диалекттерді жазған күнде онда немелетті болған. Россиядан келгендер, Кавказдан келгендер, Дағыстаннан келгендер. Достоевский татар-оғыл деген Дағыстаннан тарихшы болды. Достоевский оғыл мақсалы бұл Дағыстанның олаған қол егенетке барап жүреді Достоевский. Достоевский яза, бұл адам мені танымайды, мен кім екенін де білмеймін, бұл маған мысал қардашына келіп қарайды. Сондағы яза, татар-оғыл Дағыстанның айтып болған. Шыншада шолай бағымы адамны, шекарадағы адамны Россия нешік білерек болған ссылкаға деп мені болған. Достоевский дневниктерді сұратлайған күнде татар-оғыл Дағыстанның bizim Alimimiz Казакабет Салавалиев айтқан күнде Ерші қазақ болған дейді. Достоевский ссылкада қазақтан жолыққан шолай ойлары Мария Салавалиевді. Uzun sözlü kıskası bu katırışlıklar ağaç bağanalardan etken baraklarda, üylerde yaşayıyorlar. Etken bu oları bağlanan uyda işe var. İşten kayıp gelgende bağlanan işten kayıp gelgen. Son akşam naziratlar yetkenden son hasta yere yalvay olgan ayağına katırışlık verip Қазаққа тілейім бар. Келгенде, ерласана. Қазақтың Сибирге жазған ерлары бар, ерлаған ерлары бар. Шо ерлардан, Сибирде ерлаған ерлардан бересен, әліне сыйға мағаш еді. Ай-яй-би
çektiriyor gitken sandaylar haylayı. Haylayı sandaylar. Şeytanlaşan bir yarındır. Aydın'ın kan gitmesi yarlağa etmeyi kimletiği tablan Bunlarımız vurma bulağına abatalsak başkına çakla haylayı. Haylayı çakma. Sevgili kimler çıkan yerlerde yengemizin uzakta yığılasın gelip düştük uzakta. Emrimson aymasınları savunur deyip atar ayılan içi gazapta haylayı. Haylayı Bora kar yağsa var beni kimi uyumuyor. Dalgınsa da yürekler uçma beni uyumuyor. Butlarımız buğalda, yağmurda hava girmiyor. Açtan avruyor karnımız, doygunca su da vermiyor. Haklarınız yerine! Bitirin hizmetçi! Arabu! Ulu duvada şu kızın hatırası. Göçerip yerini toktatması ya. Alexey'i niye yok ettik ki? Uzak kaldı bu var. Kim bilir bulanı? 40 yıllık ömrüm. 21 yıl Tusnak'ta yibirgin özü birlikte kant etmiş. Kayıtmaz Sibir yesin gelin. Özümüzde çok canını görmeye yetken işini. Aydan hukunu şunda turup da Patça hukumatına karşı kitaplar yazıp erkillikli yoldaşlarına kağıt yazıp yol gösterdi. 3 kere ölümsüz kesilgen adamla şulay tavuk geldik, şulay battı gelin. Aydan olma gerek. Biler misin Atabay? Bununla olanı kovüsün. Patça işleri tutuşken. Birisi payını öldürgen, birisi Patça'ya karşı kitap yazıp çıkargan. Halk için sarçege, ömrün kurban etken. Bugün Tanrı'la bizim çıkaracak. Bugün Tanrı'la 3 yıllık bolcalığımız bitken erkeği bulan. Şencer buğan sınav, Tusnak üy avar. Erkillikte çıkıp sizin yollava. Kapı oldu, kurdaşlarda karşıla. Ve kurdaşlar kılıç verir kollava. İnan dostum, Rusya buzkum yanar. Nasiplikli tam yolduzu görünür. Yazar şokun atlarımızdı bizim. Paçalıklı, dağıtılgan törün. Bugüne vuruntta bitkensin. Kolay güçlü sözden üreniyor olan. Alexander Pushkin, Maşku yazıcı.
Alexey, gerçesini aytsam seni betini karamada uyalama. Nege Kazak? Sen etken işlerini göz aldıma getirgeni. Ya biz bir kız kaçırıp Sibir'e düşkenimiz kara kepek kedetiyim. İş, siz kaçırgan kız da tugul. O var sebep seni kuttu sözleri. Bay Birliğe karşı yazgan şıkruları. Allah, kılıçta tuttu Kazak. Seni yıllarına, yarlı halkın ahı, gözyaşı var. Seni halk bir zamanda da unutmaz. İnandıramam. Sağ Alexey, ulaşın buraya bir. Karalanı karşılığına yatsana, rastlasına zavizli batsana, namusu uçun aziz canın satsana, karalanın sıyıp olmaz kasıtlı. Şosayalı tuğulumudaki şu var. Yelçi Kazak diyen harp verilgeni. Bir de geldi. Ne yaman? Bir ikmegen el yaman. İki de geldi. Ne yaman? Erkinli bulan akşamını arasına sala salsa şu yaman. Üç de geldi. Ne yaman? Uyadalı balak kuş uçmaya kalsa şu yaman. Dört de geldi. Ne yaman? Dört ayağını birisini yolda kalsa şu yaman. Beş de geldi ne yaman? Beş parmaklı başı tuşu başsız kalsa şu yaman. Altı de geldi. Ne yaman? Altav yettev cıyılıp bir haripli yakasından alıp tutsa şu yaman. Yetti de geldi. Ne yaman? Yetim kalsa şu yaman. Seyiz diyenler ne yaman? Sepsiz gitkin kız yaman. Toğuz degende ne yaman? Toksansız torgay çarlamaz. Toymay yetim yıllamaz. Yetimlikке yetim demegiz. Yetimnin hakkın ezmegiz. Ak kebinine girgenne, tar kaburga düşkenne, Allah kadı bolğanna tınç yaşarız.
Demegіз.
Сегодня в нашем концерте прозвучали произведения самодеятельных, народных и профессиональных композиторов. Участие приняли люди, о которых я не говорил, заслуженные артисты Российской Федерации Имамудин Акаудинов, народные артисты Дагестана Нарима Нагал, Зухра Меджидова, заслуженные артисты Зухра Меджидова, Магомед Касимов, Тимур Улаев, артисты Апандяй Кудинов, Папа Мурджаидова, Султан Ахмед Идрисов, Эльдар и Джамиля Магомедов, Гульжанат Джалилова, Жанета Исрапилова, Алевик Гаджиев, Альжан Алиев и Диана Даибова. Самые дорогие наши друзья, это, конечно, наши народные коллективы Кайкента, Карабановкента и Буйнакского района, которые сегодня от начала до конца были с нами вместе. Мы благодарим, друзья, вас всех. Авторы-режиссеры, естественно, конечно, это Тулпаров Кривосаев, звукорежиссер Тимурлан Кирханов, режиссер Багу Абакарова, художник по свету Адильханов. Спасибо!